теперь я горд, что какое-то отношение имею к атомной бомбе в стране. Ильдус Рахимкулов – сын Мирсаида Рахимкулова. Его отец в 1945 году устроился на завод «Серп и молот» и через 16 лет стал директором предприятия. Его любя называли не начальником, а бабаем, говорит сын Мирсаида Рахимкулова. Все дома, которые на улице Серп и молот находятся, это была его идея. Тогда жилищный фонд у сотрудников был очень плохой, были даже там барачные жилищные условия. Тем не менее, вот эти дома он построил. Мирсаид Рахимкулов мог работать вместе с Игорем Курчатовым, отцом атомной бомбы, но все держалось в строжайшей секретности, и поэтому в семье этого никогда не обсуждали. Надо будет переговорить об этом с Курчатовым. Курчатов был одним из первых в СССР, кто приступил к изучению физики ядерных атомов. В 32 года Игорь Васильевич уже был профессором. В 1941 году с коллегами в Крыму спас флот от магнитных мин. За это он получил сталинскую премию. В 1942 его переводят из Ленинграда в Казань на завод «Серп и молот». Сейчас здесь автомобильная парковка, а в годы войны именно здесь была та самая секретная лаборатория номер 2, в которой работал Игорь Курчатов. Фактически она была создана в феврале 1942 года, но свое название получила только в апреле 1943. Находясь в эвакуации в Казани, будущий академик начал работу по созданию не только атомной бомбы, но и заложил здесь основы отечественной ядерной науки и техники. Курчатов продолжал исследования в области защиты самолетов, танков и кораблей, которые он выполнял еще в Севастополе перед приездом в Казань. В столице Татарстана Курчатов занимался и делением урана. Возможности использования атомной энергии – величайшие достижения нашей эпохи. Так будем же трудиться над тем, чтобы это открытие развивалось только в мирных целях. Именно в Казани Курчатов стал отращивать свою знаменитую бороду. По одной из легенд, после тяжелой болезни бриться не выходило из-за сильного раздражения кожи и общей слабости. По другой Игорь Васильевич якобы стеснялся своей молодости. Советский академик, имя которого известно на весь мир, весь ученый мир. Существует даже элемент химической системы Менделеева, названный в честь Курчатова, это Курчатовий. Это уникальное здание, то есть я уверен, что многие туристы, гости Казани приедут сюда посмотреть просто своими глазами на здание, на завод, где создавалась первая атомная бомба Советского Союза. Рядом с ними на мемориальной доске изображенный Владимир Иовлев. Он работал на этом заводе токарем и уехал на фронт в 1942. Посмертно был награжден званием Героя Советского Союза, а подарок городу сделал меценат, ветеран этого завода Гарафуддин Хисамуддинов. Здесь я начинал работать после ГПТУ слесарем, мастером, начальником цеха, секретарем порткома завода. То, что вот я делаю, это для людей, для развития и сохранения истории нашей Бишбалты и Адмиралтейской слободы. В этом районе благодаря Гарафуддину Хисамуддинову появляется уже не первый исторический объект. Он же подарил столице Татарстана памятник «Умелые Бишбалты». Нафиса Минязова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.